Руководитель филармонии Вячеслав Инкижеков отметил юбилей на родной сцене. В свой 50-й день рождения он дал большой концерт симфонической музыки. Причем это был праздник не только маэстро. Волею судьбы день рождения дирижера совпал с днем рождения самого оркестра. От взмаха палочкой зависит сама магия музыки, слаженность игры, ее глубина, ее темп. Люди могут играть сами по себе, а оркестру нужен дирижер. И это не просто великолепный музыкант, организатор и педагог. Это и немного диктатор. Своей воле нужно подчинить 56 человек. С этой ролью вот уже 18 лет справляется бессменный руководитель оркестра Вячеслав Инкижеков. Никого другого на этом месте представить нельзя. Не случайно и он, и его коллектив родились в один день, 1 февраля. Он сохранил в себе огромное количество человеческих качеств. Это в первую очередь человек, который может понять, помочь, поддержать. И поэтому с ним, безусловно, бывают рабочие моменты, потому что это работа, но, как правило, с ним легко, комфортно и с удовольствием работаешь. Он грамотный, он умный, он образованный, он вдохновенный, он умеет мечтать и умеет реализовывать свои мечты. У всех на слуху и необычайная работоспособность Инкижекова. Ведь он не только дирижер и руководитель оркестра, он директор филармонии, а значит должен уметь находить общий язык с целым созвездием творческих людей. А еще он талантливый педагог, и в юбилейный вечер с ним на сцену вышла его ученица Анастасия Субракова, студентка Высшей школы музыки в Лозанне, лауреат международных конкурсов. Впрочем, сам маэстро не любит повышенного внимания к себе и даже в свой юбилей предпочел больше говорить о своем оркестре. Коллеги, дорогие мои, огромное вам спасибо за замечательный оркестр. Знаете, каждый из вас личность, индивидуальность, которая вносит в наше общее творчество свою лепту. И благодаря нашим способностям мы создали уникальный коллектив творческий, который способен решать серьезные, большие задачи. Хочу пожелать как директору. Нас подпирает фантастическая молодежь, Вячеслав Геннадьевич. По своей выучке, по своим талантам. Следовательно, мы должны с вами, Вячеслав Геннадьевич, в этой филармонии собрать самых талантливых, самых профессиональных. Мы должны вывести на сцену новое поколение музыкантов Хакасии. Симфонический оркестр создавался в непростое время. Но тогда руководителям культуры удалось преодолеть все сложности и найти средства на содержание столь крупного коллектива. Проект состоялся, и сегодня без оркестра и, конечно, его дирижера невозможно представить культуру республики.